Башкирская лошадь 16-18 века и башкирская лошадь где-то, скажем, в середине 20 века, они были схожи. Потому что мы начинали уже работать с той лошадью, которая была именно в типе башкирской лошади. Ну, какая башкирская лошадь? Башкирская лошадь – это животное приземистое, то есть на коротких ногах, но прекрасно развитым в глубину и в длину туловищем. Это является обязательным условием для табунной лошади, для переработки большего количества корма и для производства мяса и молока. Голова у башкирской лошади грубовата, шея короткая и толстая. И вот, но в общем, для меня, которая более 40 лет работала с башкирскими лошадьми, красивее башкирской лошади, конечно, нет животного. Я бы ее даже не променяла на арабскую лошадь, которая считается эталоном красоты. Башкирская лошадь, она очень мирная, послушная, добродушная, неутомимая. Башкирскую лошадь раньше использовали в работе, например, в сибайских рудниках, так она спокойно тянула воз, это, имея свою живую массу где-то 300-320 килограммов, она спокойно целый день тянула воз более тонны. Это вот такое чудо наша башкирская лошадь. А сейчас башкирская лошадь, разумеется, потеряла свой тип. Почему? Вот я подчеркнула, что к 1945 году, где-то, скажем, к концу 20 века, нулевым годам, башкирская лошадь, она была очень сходна по фенотипу, по внешнему виду со своими предками, отличалась от них только более крупным ростом. Средний рост башкирской лошади где-то 142-145 теперь, в наше время. Раньше это было где-то 130-135 сантиметров. А во всем остальном она не отличалась. Но за последние 20 лет, когда вот у нас эта реформа, экономическая реформа загубила наше коневодство, вот эти ценные табуны племенных лошадей, которые были сосредоточены в конных заводах и племенных фермах, абсолютно однородные, изумительного качества, с высокой наследуемостью своих ценных качеств, они перешли в частные руки. А в частном хозяйстве это уже хозяин решал, как разводить эту башкирскую лошадь. И началось снова по новой скрещивание с другими породами. Но в отличие от 18-19 веков, когда ее укрупняли путем скрещивания с заводскими породами лошадей, теперь в этом скрещивании уже больше приняла участие казахская лошадь. Казахская лошадь, она крупнее, по типу она тоже относится к группе местных пород лошадей, то есть ближе по фенотипу к башкирской. Только она крупнее и больше тяготеет к мясному типу, потому что когда ее укрупняли, как нашу лошадь, больше использовали лошадей тяжеловозной породы. Казахская лошадь именно из-за того, что там занимает особое место тяжеловозные гены, она менее приспособлена к дойке. У нее хуже рефлекс молокоотдачи, и она больше тяготеет к мясному типу. То есть она дает больше мяса, чем башкирская лошадь. Но вы сами, наверное, видите, что теперь спрос на конские продукты
возрос. И для получения вот этого конского мяса и для получения молока стали использовать казахских помесей. И это нанесло огромный урон нашему племенному коневодству. У меня очень болит душа, что каждое животное, которое мы с любовью растили, с любовью сохраняли, они все уже пошли под чужих жеребцов, и таким образом уже в табунах росло количество помесного молодняка. И это не пошло на пользу, разумеется, нашей породе. И мне это очень жаль.